ноября 1578 года в Ширване, благодаря крымско-татарскому войску, возглавляемому Калгой Адильгераем, было выиграно Шимаханское сражение. Татарские принцы разбили войско правителя Ширвана Арас-хана и этим самым оказали неоценимую услугу османскому главнокомандующему Осману-паше Оздемиру. Однако, когда спустя несколько дней они, преследуя остатки армии Арас-хана, попали в засаду, Оздемир на помощь союзникам не пришел, и крымские принцы попали в плен к персам. Благодаря столь высоким пленникам персы имели возможность положить конец войне с османами, и главную роль в этом должен был сыграть Калга Адильгерай. Это был красивый мужчина 35 лет, и неудивительно, что когда его впервые увидела супруга шаха Персии Мухаммеда Худабенде, и она же, по сути, правительница империи сефевидов, Хейр-Эниса Бегим, равнодушной остаться уже не могла. Между татарским принцем и персидской правительницей, которая была молода, красива и умна, зародились чувства. Но все же политика была превыше чувств. Хейр-Эниса, хоть и любила Адильгерая, все же интересы ее державы были превыше всего. Первая дама в империи открыто говорила Адильгераю, что сефевиды заинтересованы в том, чтобы породниться с домом Гераев, и видят именно Адильгерая своим зятем. Этот брак – стратегический шаг. Сефевиды не желают продолжать войну с османами и стремятся всеми силами оградить себя от военной мощи со стороны Крыма. Но прежде здесь был интерес самой шахини. Через крымско-татарских принцев она готова была пойти на сговор с османами и отдать им исконные кызылбашские территории в Азербайджане, Ширван и Грузию. В обмен, если османский султан и крымский хан помогут ей прийти к власти в Персии и завоевать Хорасан. Союз с Персией был более выгоден ханству, нежели война. Шах Мухаммед Худабенде отправляет делегацию своих приближенных в Бахчисарай с личным письмом хану Мухаммеду Гераю. В письме хану шах обещает отпустить Калгу Адильгерая и двух других братьев, если к сефевидскому двору прибудет делегация из крымских беев просить руки его дочери. Благодаря браку крымского принца и персидской принцессы шахиня заручится поддержкой крымского ханства и заключит с Османской империей мир на взаимовыгодных условиях. Соответственно, первое, что она сделает, так это удалит от власти ненавистных ей кызылбашей. За счет этого ее власть возрастет и станет абсолютной. Но этим планам не суждено было сбыться, заговор был раскрыт. 26 июля 1579 года кызылбашские эмиры бесцеремонно ворвались в гарем и удушили Хейр-Энису. После этого они направились в покои к Калге Адильгераю. Адильгерай вместе с прислугой встретил их, вооружившись саблями, завязался бой. Адильгерай отчаянно защищался, однако это не спасло его жизни, он погиб. Так, из-за любовной интриги мужественного и красивого Калге Адильгерая не суждено было заключить союз с Персией ни с Крымским ханством, ни с Османской империей.